Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что с ним сегодня происходит? Любит, либо остыл? Если тема интересна, посмотрите на песочек, загадайте на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, так и спросите, что с тобой сегодня происходит. Любишь ли ты меня, либо уже остыл. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте посмотрим на вашего мужчину и узнаем, что происходит, любит или остыл. Так, непростая ситуация, очень-очень непростая. Смотрите, заноза в голове у вашего мужчины, большая заноза. Тут еще соперница выходит. Так, давайте по порядку. Мужчина хороший. Вот вы мне загадали мужчину хорошего, порядочного. Мужчина перспективный, я бы даже сказала. У него хорошие задатки лидера, хороший в работе, в труде, но какой-то вот он, вот есть слово такое, да, нерадивый, да. У кого-то мужчина может просто лениться, а у кого-то может бояться, что ли, да. Вот смотрите, вот это он, видите, он стоит, да, он стоит, и у него есть рамки. Вот одна рамка, вот вторая рамка. И в голове, видите, какая огромная у него заноза торчит. Такая прям распухшая голова у него. Мужчина смотрит в правильную сторону, вправо смотрит мужчина. Но вот ноги как будто бы в землю вросли, понимаете? У вашего мужчины в сегодняшнем дне очень много проблем. Очень много проблем. Половина из них надуманные, другая же половина решабельные. Но он никак не может сделать тот самый решающий шаг. Он очень боится быть высмеянным, да? Либо боится быть неудачником, либо боится потерпеть фиаско. То есть какая-то зашоренность в нем присутствует, какое-то ограниченное мышление. Последние несколько месяцев с вашим мужчиной что-то происходило. Это не ситуация одного дня, это ситуация нескольких месяцев, у кого-то может быть даже чуть больше, да, вот, может быть даже несколько лет. Как-то он шел к этому моменту, вот как деградировал, да, постепенно это все происходило. Может быть, первое время вы вообще ничего не замечали. Потом вы замечали, там, списывали, там, устал, там, настроение не то, там, сама занята, да, некогда заняться своим мужчиной. А теперь вроде как бы, да, случилось, и что с этим делать, непонятно. Девочки, если вы с этим мужчиной на расстоянии, он сейчас просто, ну вот, я не знаю, там, по макушечку в своих комплексах. У него такое состояние ребеночка маленького, да, который ночью проснулся, ему очень страшно, забился в уголок и тихо плачет. Даже сил нет маму позвать. Он не рассказывает вам о своих проблемах. Вы даже, я не знаю, там, и там, 10% не знаете того, что происходит в его жизни, либо что происходит с ним. Он вечно может там отшучиваться, что все хорошо, все классно, там, не переживай, да. Я там на коне. На самом деле он скорее под конем, чем на коне. Человек, действительно такое впечатление, сбился с пути. Путь есть. Но он такой, знаете, ну, темный, страшный. И у него как будто бы, знаете, вот света нет, да, фонарика нет, чтобы подсветить себе этот путь.
Еще момент, почему это все произошло. Ну вот здесь как хотите, здесь какая-то женщина замешана. Женщина достаточно волевая, властная, грозная, скандальная, может быть, женщина. Женщина, которая либо мстит, либо она настолько эгоистична, что она подавляет собой. Эта женщина очень много усилий приложила, чтобы ваш мужчина в сегодняшнем дне был именно таким, как есть. Это может быть бывшая, это может быть просто какая-то соперница, которая за ним гонялась. Это может быть мама, да, властная такая, мама ревнивая, которая пыталась, может быть, воспитывать мальчика как мужчину, либо она ему что-то, знаете, какие-то комплексы она ему навязывает, да, что-то внушает, какую-то вину, либо ответственность, боясь его потерять. Это не на ровном месте ситуация. Здесь вашего мужчину целенаправленно, достаточно долго, да, подводили к такому моменту. То есть это наносное. Ваш мужчина не такой. Ваш мужчина хороший, оптимист, позитивный, живчик. Но сейчас он просто, видите, как вот он окутан этой женщиной, ее вот этой энергетикой, которая его, которая ему крылья обломала, понимаете? Вот что происходит. Как он относится к вам? Вы в сердце, между вами любовь. Кто в паре, в браке загадал на мужа, то все-таки вы семья. Вы семья, здесь никаких вопросов нет. Он это понимает, он вас любит, он вас по-своему ценит. Но что я вижу? Я вижу, что между вами охлаждение произошло, между вами отделение произошло. То есть вы стабильная, вы такая, как всегда, да? То есть вас непоколебимая, да, есть такое слово. А вот мужчина нет, видите, какой вот он худенький, весь такой вяленький. Видите, как цветочек, да, цветочек, который вянет. И опять же таки, вот она преграда, видите, стоит между вами, вернее, вот вы, вот он, вот это ваша дорога общая, и вот она преграда, видите, как заноза такая стоит. Кто-то вмешивается, и вмешивается конкретно. Здесь нужно разбираться, кто, зачем, почему, с какой целью. Если честно, мне не нравится то, что я вижу. Мне не нравится это. Мне непонятно, зачем здорового, полноценного, адекватного мужчину вот так вот загонять и блокировать. Хочется сказать, что тут идет какая-то травля. Травля, охота идет, да? Охота. Вот вы как хотите, но все неприятности вашего мужчины в жизни, они идут от женщины. Женщина, кто она? Вот она стоит, да? Она еще в левой стороне, еще и в центральном районе, то есть какая-то такая прям важная по жизни, важная идет. Мало того, эта женщина еще, видите, она как будто бы ребенка за руку держит, да? Может быть, действительно бывшая, которая имеет к нему подключение через ребенка, да, через кровь общую. Может быть, действительно это мать, да? Вот прям она прям держит его, как, знаете, такая паучиха окрутила его, замотала в этот кокон, и все. Вот у вашего мужчины две женщины в судьбе. Вот она и вы. Вот такие прям судьбоносные женщины, которые действительно влияют на его жизнь. Почему он сейчас такой холодный, отстранился, ведет себя странно? Ну, потому что в проблемах своих запутался. Чем больше он там сидит, тем больше они там сверху на него налетают, и его просто уже закапывают, эти проблемы. Можете ли вы ему помочь? Да, можете. Должны? Это другой вопрос. Вы-то хотите, я вижу, что вы хотите ему помогать. Вы туда бьетесь к нему, да, стучитесь, открой, пусти меня, я тебе помогу. А он нет, он закрылся, он сидит там, затаился. Он, знаете, он чувствует себя крайне ущербным человеком. Вот в прямом смысле этого слова ущербный. Я неудачник, я переношу неудачи, у меня все плохо. Кто-то вообще тут из мужчин может болеть, еще помимо всего прочего, еще человек болеет, да, вот физически болен. И он считает себя уже просто какой-то обузой. То есть он думает, вот она прекрасная молодая девушка,
женщина, да, у нее вся жизнь впереди, а я вот там такой весь недалекий, побитый старый пес, зачем я ей нужен? Я же ей принесу кучу неприятностей и неудачу в жизни. Я же могу разрушить ее жизнь. Вот что думает. Но при этом он очень надеется на вашу помощь, на вашу солидарность, на вашу отзывчивость. Но опять же таки, да, он на это надеется, ему очень приятно, когда вы к нему, но он от вас закрыт. Он раз такой: я в домике, заблокировался. Я ушел в себя, прошу меня не тревожить. Давайте посмотрим, вот попросим, да, высшие силы и духов показать нам, как с этим разобраться. Потому что, ну, прям тяжело. Вот прям тяжело, даже мне читать песок тяжело. Вот такое состояние, знаете, прям такое аж до мурашек пробирает. Вот что с вашим мужчиной не так, как ему помочь? Что не так, как ему помочь? Подскажите, помогите, дайте. Угу. Опять 25, вы посмотрите, да? Вот ваша любовь, вот она вы, крепкая, стабильная, и вот он куда-то стремится, да, влево. Он прячется, закрывается. Но он к вам тянется. Очень к вам тянется. Так, девочки, кто у меня в новых отношениях? Кто в новых отношениях, кто только лишь недавно встречается, кто еще не было близости, например, да, то здесь мужчина, ну, какой-то раб своих фантазий, может быть, сексуальных каких-то. У него какие-то прям навязчивые идеи относительно вас, очень сильно вас желает, просто уже у него, ну, там пожар в трусах, понимаете, просто пожар. Вся кровушка прям туда ушла, да. Вот он очень боится, что он не сдержится, что он просто на вас накинется, как голодный зверь, да. Вот этого боится, сам себя боится. И поэтому он отстраняется до поры до времени, понимает, что это неправильно, понимает, что он, может быть, проще поговорить, либо там, да, вот как-то, может быть, даже вас склонить к этому интиму, но вы вот какая-то прям уникальная для него. Вот он прям боится, что он сделает неправильный шаг, неправильный поступок, и это будет фатальный шаг. Но тут, конечно, чувства противоречивые у него прям разрывают его на части. Но он как будто бы боится сам себя, понимаете, своих реакций на вас. Он очень боится. И еще, вот если вы недавно, да, действительно с мужчиной общаетесь, еще не очень хорошо знаете, у него есть какой-то психический, да, как это правильно, психологическое какое-то отклонение. Человек неуравновешенный вот в плане ревности, что ли, да, он как-то очень сильно ревнует и очень сильно загорается. Может быть, это связано с тем, что нету близости между вами, да, может быть, ну, действительно, да, кровь забродила уже просто. Я не вижу, чтобы он тут по женщинам ходил. Я не вижу, чтобы он тут, ну, прям... Ну, есть мужчины, да, вот хочется, да, вот как они говорят, там, бубенцы надулись, да, там, напухли, и он пошел и вот прям успокоился. А этот мужчина нет, он не ходит по женщинам, и, ну, он брезгливый достаточно в этом плане. Вот, и поэтому, может быть, у него такие проблемы. Может быть, кстати, мама так воспитала, да? Смотрите, что касается помощи. Лучшая помощь – это его не трогать. Просто не трогайте его. Он сейчас в очень такой острой фазе находится, когда он сам себе принимает решение. Смотрите, вот тут у человека, у него идет тут, ну, фатум идет, да? То есть либо он решит и сам выберется, извините, из этого всего говна, извините за слово, но вот прям так идет. Либо он в нем и останется. Это у него что-то с кармой связано, с какими-то родовыми моментами. Не зря эта женщина так им управляет, рулит. Все это не зря. Значит, он сейчас в очень глубокой трансформации,
У этого человека жизнь какая-то, знаете, американские горки, взлеты и падения, взлеты и падения. Он никак не может обрести баланс. Вот ему как будто бы не хватает устойчивости, да? Нет, это все в его голове, все в его душе. Вы здесь. Что вы можете сделать? Помолитесь за этого человека, молитесь за него. Если вы умеете, знаете, как делайте чистки, заказывайте службы за здравие, за то, чтобы все было хорошо. Может быть, если есть, конечно, такая возможность, да, может быть, там святой водичкой его попоите, да, куда-нибудь там в еду добавьте, если он у вас кушает. Либо угостите его чем-то, вот, что вы могли бы окропить святой водичкой. Потому что у него вот эти его страхи, эти комплексы, они же все от дьявола, вы же знаете, да? И там очень много сущностей к нему подцепилось, он нацеплял на себя, да, они вот цепи явками на нем сидят и просто его, извините, едят заживо. Здесь нужно немножечко ему помочь, облегчиться. Если вы будете приставать со своей помощью, но он, во-первых, не примет ее, во-вторых, он убежит и спрячется еще дальше. Потому что, он так, знаете, как не готов рассказывать о своих страхах, комплексах, не готов этим делиться. Время придет, вы еще все узнаете. Если вы этого мужчину дождетесь, я вижу, что вы увидите его насквозь, да, вот узнаете о всех его тайнах и секретах. И очень много еще предстоит вам о нем понять. Но в сегодняшнем дне я вижу, что он просто запечатан, да, не то чтобы запечатался, да, вот прям в коробочку залез, запечатался и снутри, и снаружи. Его оттуда сейчас не достать. Он прячется даже ведь не столько от вас, сколько вот от той женщины, от ее влияния. Если вы смотрите на женатого мужчину, знаете, что там жена его явно магичит, химичит, шантажирует, долбит его, как только может. Она ему как будто бы мстит. Мстит за что-то, может быть, за жизнь свою испорченную, еще, может быть, за что-то мстит. В общем, зла она на него. Она и свободу ему поэтому не дает. Потому что как это? Он типа мне жизнь испортил и будет счастливым? Нет, так не будет. Или, знаете, как не доставайся же ты никому. Такие мысли у нее, плохие мысли. Так, девочки, я вам как бы сказала, да, мужчину этого не трогайте пока, не трогайте, дайте ему время, пусть он сам поймет, куда ему, вверх либо вниз, что ему будет лучше. Потому что, как бы вы его не вытащите, если он сам не встанет на ноги. А он сейчас сидит ровно на попе, да, может быть, даже лежит. Ориентиров нет. Ориентиров. Вы для него, понимаете, вы для него звезда. Но звезды, они высокие, да, они где-то там, в небесах, очень далекие. А он в яме сидит и смотрит на эту прекрасную звезду из этой ямы, любуется, восхищается, мечтает о ней. А вот дотянуться никак. А вот приблизиться никак. А потому что сам не может встать на ноги, потому что сам себя где-то жалеет, а где-то себя стесняется даже, может быть. Он, знаете, он в чем-то раскаивается, в какой-то фатальной ошибке раскаивается. Здесь есть какая-то ситуация, которую он то ли не завершил, то ли не совершил. Что-то он хотел вам сказать, предложить, сделать и не сделал. И это был поворотный момент. Вспять он вернулся, да, вот как бы он дошел до определенного момента, он мог бы идти дальше, а он, вот как, знаете, как сил не хватило, либо смелости не хватило. Что-то ему не хватило, он теперь обдумывает этот момент и все время вот прям сокрушается по этому моменту. Почему я так поступил, почему я этого не сделал? Нет, он вас любит, в этом не сомневайтесь. Он вас любит, причем любит очень сильно. Я бы даже сказала, что вы единственная, кого он любил и любит по-настоящему, и будет любить по-настоящему. Но он очень сложный.
просто очень сложный, и это его карма, ему нужно это пройти. Помолитесь за него, попросите за него, облегчите ему ситуацию. И дальше надейтесь на то, что он будет благоразумен, на то, что он дальше себя не закопает еще глубже, чем есть. Мои дорогие, извините за такую грустную отсыпку, но говорю как есть, как вижу. Спасибо всем за внимание, и пусть все у вас будет хорошо. Всем пока-пока.